Привет, друзья! Ну что, соскучились по Воину Дракона и его друзьям? Тогда этот обзор точно для вас, ведь именно из него вы узнаете всю самую последнюю информацию касательно выхода 4-й части популярного мультфильма «Кунг-фу Панда». Премьера первой части анимационного мультфильма состоялась в 2008 году, и при бюджете в $130 миллионов создатели получили больше 600 миллионов и номинацию на главную кинопремию «Оскар» как лучший анимационный фильм. Продолжение последовало в 2011 году. «Кунг-фу Панда» снова прошла по кинотеатрам бурей, и при бюджете уже в $150 миллионов мультфильм собрал примерно такую же кассу, что и в прошлый раз, больше лишь на 50 миллионов. И снова «Кунг-фу Панда» оказался номинирован на «Оскар» в той же категории и снова не получил заветную статуэтку. Третья часть появилась спустя 5 лет, в 2016 году. Новая история, новый бюджет и меньшая касса. В этот раз без номинации на «Оскар», однако студия 20 век Fox оказалась вполне довольна результатами своей работы, и почти сразу было объявлено о том, что 4-й части быть. А теперь давайте вспомним, какая же история лежит в основе мультфильма «Кунг-фу Панда». В центре всей истории находится панда по имени По, который живет в Китае. Неповоротливый и неуклюжий По помогает своему отцу в Лапшичной, но его мечты совершенно никак не связаны с этим местом. Он мечтает научиться кунг-фу, и однажды по счастливой случайности По попадает в неистовую пятерку бойцов и учится вместе с ними кунг-фу, чтобы в итоге стать настоящим воином дракона. Преподает по кунг-фу мастер Шифу, который также тренирует неистовую пятерку. Поначалу мастер не принимал По как воина дракона, но вскоре осознал, что никто другой не может им стать, поэтому смирился и помог По стать тем, кем он является сейчас. В неистовую пятерку входят тигрица, обезьяна, богомол, журавль и гадюка, которые сначала тоже плохо относились к По, потому что они все были готовы к званию воина дракона, в итоге отошедшего панде. Но потом они подружились и вместе победили ни одного злодея. Тигрица была расстроена больше всех, когда не получила этот титул. По мере того, как ее друзья привыкали к По, она не принимала его до самого конца. Но после победы панды над Тайлунгом она сама назвала По воином дракона и смирилась с тем, что это звание принадлежит не ей. В третьей части продолжаются приключения панды По, и однажды ему удается найти своего родного отца. И тогда возникает первая проблема. Нужно наладить отношения с обоими отцами и постараться уделять достаточно времени каждому из них. Затем вместе с родным отцом он отправляется в секретную деревню, которую населяют только панды. Но тогда же возникает новая проблема. По узнает о злодее по имени Кай, который напал на долину и теперь решил расправиться с пандами. Тогда По принимает решение обучить всех своих сородичей основам кунг-фу, чтобы те смогли постоять за себя. Если вы еще этого не знали, то скажем вам одну интересную вещь. Актеры, которые озвучивают персонажей кунг-фу панды, нисколько не уступают в популярности самому анимационному фильму. Например, панду По озвучивает известный американский актер Джек Блэк, мастера Шифу Дастин Хоффман, тигрицу Анджелина Джоли, обезьяну Джеки Чан, богомола Сет Роген, гадюку Люси Лью, журавля Дэвид Кросс. Кроме того, в оригинальной версии можно услышать голоса Кейт Хадсон, Джеймс Хонг, Рэндалл Дак Ким, Брайан Крэнстон и других. Еще один интересный факт. Сначала персонажа панды По хотели сделать, прямо скажем, глупым дурачком, но когда Джек Блэк был утвержден на позицию актера озвучивания для этого персонажа, создатели поняли, что дурачок из По не выйдет, поэтому полностью пересмотрели его характер и переписали сценарий. В итоге у создателей получилась картина не столько развлекательного характера, сколько поучительного. На протяжении всех 3 частей мы видели, как менялся сам По, и как из простого продавца из Лапшичной он стал мастером кунг-фу благодаря своему упорству и трудолюбию. Нам есть чему у него поучиться, правда? Пусть это и мультфильм, но пищи для размышлений он дает достаточно. Ничто не смогло отвернуть По от его мечты, и он пошел к ней и достиг ее, несмотря на все то, что ему говорили. Увы, информации о 4-й части мультфильма «Кунг-фу Панда» довольно мало, поэтому и официальной даты премьеры пока нет. Но если исходить из логики и графика премьеры прошлых частей, можно сделать вывод, что анимационный мультфильм «Кунг-фу Панда 4» мы увидим не раньше 2020 года. А если это так, то времени остается не так много, поэтому может пора уже дать нам больше деталей о 4-й части, а? DreamWorks Animation. Что ж, остается только запастись терпением и ждать новой, точной информации по мультфильму. А пока это все, что мы приготовили для вас в этом обзоре. Оставляйте комментарии и лайки, подписывайтесь, рассказывайте о нашем канале друзьям и смотрите сериалы на coldfilm.ru. До новых обзоров. Пока-пока.